Татарстаном их связывают исторические корни и любовь к национальной культуре и традиции. Но судьба распорядилась так, что они уже долгие годы живут в Турции. А в гостях у семьи известного в прошлом журналиста и политического деятеля Гали Акыши побывала наша съемочная группа. Репортаж из Анкары Натальи Мясниковой. Человек-легенда, так называют Гали Акыша. Соратник Гаяза Исхаки прошел непростую школу жизни. Главным для него всегда была борьба за свободу татарского народа. Он жил и работал во многих странах мира, изучил 5 языков, а в 80-х стал президентом Всемирной лиги татар. Это первая книга Али Акыша. Теперь вот эта фотография молодого Али Акыша. А вот эта книга о жизни и творчестве Али Акыша, которая написана турецким ученым. В Турции Али Акыш очень хорошо знают и в Германии очень хорошо знают, в Канаде, в Америке, в Японии. Сейчас ему за 90, и он давно отошел от общественной работы. После смерти жены его поддерживают сестры, у которых тоже судьба складывалась непросто. Родилась я в Китае, училась в татарской школе, начальную школу окончила на татарском языке, потом поступила в русскую гимназию и окончила гимназию русскую в Харбине. Мы жили на чужбине, мы жили в Айларе, в Харбине. Сначала все татары давали своих детей в татарскую школу. Их настольные книги и сегодня на арабском и татарском. Вот настоящий раритет. Издание Тукая, которому почти 100 лет. Эта книга печатали в Китае, в Японии. Татарские школы. Мы учились тукайские стихотворения по этой книге. По-арабски. Унга сунга бармин, хнюс алга барам, юлда мане кюрсам, кибенда авдарам. Они не только хранят родную историю, но и всегда в курсе самых последних новостей в мире. А что происходит в родном Татарстане, узнают из новостей ТНВ. И признаются, очень гордятся своими соотечественниками. А еще любят принимать в своем доме гостей, для которых всегда накрыт стол и звучат любимые песни. Наталья Мясникова, Айрат Каюмов, телеканал «Татарстан. Новый век», Анкара, Турция.